Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости» в студии Насиба Гулямова. Здравствуйте. Сегодня, 11 апреля, в новом, поистине величественном здании парламента Таджикистана состоялась первая сессия Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан 7-го созыва, в работе которой принял участие и выступил президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон. В рамках первой сессии состоялись первые выборы руководства Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан. Члены Маджлиси Милли тайным голосованием поддержали кандидатуру уважаемого Рустами Эмомали на пост председателя Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 11 апреля состоялась первая сессия Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан 7-го созыва, в работе которой принял участие и выступил президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон. Первая сессия Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан 7-го созыва началась под председательством старейшего члена Маджлиси Милли Низома Косима. После выполнения официальных установок, открытия сессии и избрания ее рабочих органов состоялись первые выборы руководства Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан. Члены Маджлиси Милли тайным голосованием поддержали кандидатуру уважаемого Рустами Эмомали на пост председателя Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан. Вновь избранный председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан выступил перед собравшимися и принес присягу на верность государству и народу Таджикистана. Затем работа первой сессии Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан 7-го созыва продолжилась под руководством председателя Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан уважаемого Рустами Эмомали. Далее в ходе сессии были избраны первый заместитель и заместитель председателя Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, которые, в свою очередь, выступили перед присутствующими и принесли присягу на верность. Затем на первой сессии Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан 7-го созыва президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, выступил с речью и высказал свое мнение о важнейших аспектах политической, экономической, социальной жизни, предотвращении всех угроз и опасностей современности, других направлениях жизни общества. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, поздравил всех членов Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан и его руководство с избранием и назначением, пожелал им успеха в реализации их ответственных полномочий. Было подчеркнуто, что членам Маджлиси Милли необходимо уделять особое внимание разработке законов. С учетом обеспечения долгосрочных целей развития и повышения благосостояния населения должны быть разработаны законы, направленные на укрепление государственной независимости, безопасности и политической стабильности, устойчивого экономического, социального и культурного развития, дальнейшее улучшение состояния сфер образования, здравоохранения, благоустройства сельской местности, эффективного и экономного использования земли и других природных ресурсов, заявил лидер нации. В этом контексте глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что члены Маджлиси Милли должны тесно и постоянно сотрудничать с другими субъектами, обладающими правом законодательной инициативы, в том числе с депутатами Маджлиси Намояндагон. Также было отмечено, что законы должны разрабатываться с учетом стратегий, программ и стратегических целей страны, сотрудничества с другими государствами, мировым сообществом и укрепления основ развития гражданского общества. Было подчеркнуто, что члены Маджлиси Милли должны вносить существенный вклад в своевременную реализацию перспектив и среднесрочных программ развития, ускоренную индустриализацию страны, зеленую экономику, цифровизацию национальной экономики и ее различных отраслей, полный переход на электронное правительство, безналичные платежи и создание новых рабочих мест. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, счел необходимым поставить в центр деятельности ответственных лиц вопросы дальнейшего повышения качества и условий жизни населения страны, достижения устойчивого развития национальной экономики и перехода к промышленной экономической модели. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, отметил, что при разработке и поддержании законов члены Маджлиси Милли
должны всесторонне изучать социально-экономические основы и их эффективность в развитии всех уровней и улучшении жизни народа, не упуская при этом из виду их необходимость, значение и осуществимость. В связи со сложной и запутанной ситуацией в мировом сообществе глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, заявил, для того, чтобы избежать их негативного воздействия, мы должны все больше и больше расширять нашу деятельность, всегда быть с народом, мобилизовать в этом направлении все структуры и органы, институты гражданского общества и общественность. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что для достижения поставленных целей необходима реализация национальных стратегических целей, включая полное достижение энергетической независимости, продовольственную безопасность, ускоренную индустриализацию страны и обеспечение продуктивной занятости. Было подчеркнуто, что только в тесном сотрудничестве ответственных лиц с населением можно обеспечить все возможности развития различных отраслей промышленности, в том числе горнодобывающей, легкой и пищевой, тем самым наладить создание новых производственных предприятий, организовать новые рабочие места и увеличить экспорт отечественных готовых товаров и продукции с высокой добавленной стоимостью. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, уделил большое внимание таким вопросам, как глобальные проблемы, в том числе изменение климата, особенно частые наводнения и засухи, рост цен на продовольствие в мире и негативное влияние упомянутых факторов на потребительский рынок. Была подчеркнута высокая ответственность членов Маджлиса Милли и представителей исполнительных органов государственной власти областей, городов и районов в решении существующих проблем. Относительно подготовки к великому национальному празднику 35-летию государственной независимости было сочтено необходимым расширить работы по благоустройству от каждой семьи до самых отдаленных сел и обеспечить выполнение задач в этом направлении, в том числе по строительству в установленные сроки дошкольных и общеобразовательных учреждений. Также была подчеркнута ответственность членов Маджлиса Милли, руководителей городов и районов за контроль над рациональным использованием электроэнергии, сведение к минимуму ее потерь, сбор средств за используемую электроэнергию и предотвращение любых неблагоприятных явлений в этом направлении. В этой связи глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, обратил особое внимание на реализацию нового закона Республики Таджикистан об энергетике, который предусматривает доведение ответственности за незаконное использование и неуплату до уровня уголовной ответственности и подчеркнул, что новые требования должны быть хорошо разъяснены населению, чтобы быть в курсе, не подвергать себя новым проблемам, в том числе уголовной ответственности. В завершении выступления президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, высоко оценил роль Маджлиса Милли в укреплении государственной независимости, мира и стабильности, единства, законности и порядка, верховенства закона, в продвижении различных сфер жизни общества и развитии правовой системы страны и заявил, что его новые члены, используя свои знания и опыт, должны прилагать большие усилия в этом направлении. После выступления президента страны, уважаемого Эмомали Рахмона, первая сессия Маджлиса Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан 7-го созыва продолжила свою работу. После короткого перерыва под руководством председателя Маджлиса Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали, первая сессия Маджлиса Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан 7-го созыва продолжила свою работу. Члены Маджлиса Милли в установленном порядке утвердили дополнительную повестку дня первой сессии Маджлиса Милли 7-го созыва в связи с рассмотрением ряда законов, принятых Маджлиси Намондагон, в том числе законодательных актов, разработанных и принятых для предотвращения незаконного использования электроэнергии и неуплаты за нее. В ходе обсуждения вопросов повестки дня сессии председатели комитетов Маджлиса Милли выступили с докладами по обеспечению конституционных основ, прав и свобод человека, гражданина и законности, а также по экономике и коммуникациям, поделились выводами отраслевых комитетов по рассматриваемым законам. После всестороннего обсуждения членами Маджлиса Милли были поддержаны законы Республики Таджикистан о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Таджикистан, Кодекс об административных правонарушениях Республики Таджикистан, Налоговый кодекс Республики Таджикистан.
Таможенный кодекс Республики Таджикистан и Закон Республики Таджикистан об иных обязательных платежах в бюджет. На этом первая сессия Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан 7-го созыва завершила свою работу. Мы продолжаем выпуск. Сегодня в городе Алма-Аты Республики Казахстан под председательством министра иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддина Мухриддина состоялось очередное заседание Совета министров иностранных дел Содружества независимых государств. Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и рассмотрели пути дальнейшего укрепления сотрудничества в рамках Содружества. Министр иностранных дел Таджикистана изложил приоритетные направления председательства Таджикистана в СНГ в текущем году, при этом акцентировав внимание на укреплении региональной безопасности, наращивании экономического сотрудничества, расширении транспортно-логистических связей, а также развитие гуманитарных и культурных связей между государствами-участниками. Особое внимание было уделено вопросам регулирования миграционных процессов. Министр отметил необходимость совершенствования нормативно-правовой базы сферы миграции, в том числе ускорения согласования находящихся на стадии обсуждения проектов соглашения. По повестке безопасности министры обсудили вопросы противодействия терроризму, экстремизму и киберугрозам, транснациональной организованной преступности и другим вызовам, представляющим угрозу стабильности и развитию сотрудничества на пространстве СНГ. Ну а в рамках подготовки к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне особое внимание было уделено разработке национальных целевых документов и проведению тематических мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти и поддержку ветеранов. По итогам заседания были подписаны ряд важных решений, направленных на дальнейшее совершенствование деятельности органов СНГ и укрепление сотрудничества между государствами-участниками. Принято решение, что следующее заседание Совета министров иностранных дел СНГ состоится 9 октября текущего года у нас в Душанбе. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Я благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!